Вооруженные силы России пополнят около 200 человек из Ингушетии, и половина из них уже призвана. Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля. Число новобранцев, поступающих на службу по сравнению с предыдущей кампанией, не увеличилось. В основном ингушские призывники служат в рядах Национальной гвардии, сухопутных, железнодорожных, военно-космических, а также в военно-воздушных силах России. Все обязательные медицинские мероприятия проводят строго по регламенту. На данный момент случаев заболевания ковидом призывников и служащих не выявлено. Также в этом году ужесточили санкции в отношении уклонистов от обязательной военной службы. Такие ярые уклонисты, у нас таких нету. Почему? Потому что если вдруг они и возникнут, то, естественно, они являются как нарушители закона. И мы в обязательном порядке должны передать материал в следственные органы для возбуждения уголовного дела. Поэтому мне бы не хотелось бы, чтобы на каком-то этапе молодой парень уже столкнулся с данной проблемой, уклонялся от воинской обязанности. Сегодня, будем так говорить, дано указание и главой Республики Ингушетия о том, что нигде, ни в какие учреждения, ни силовые структуры, ни наши госучреждения не принимать на работу без военного билета. Поэтому это было четко сказано. На прошлой неделе у нас было такое обширное совещание с привлечением всех представителей призывной комиссии.